Спешите прочитать обзор новых книг от библиографа Альбины Бабенко. Уважаемые читатели, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина рада сообщить вам, что в третьем квартале 2022 года наш фонд пополнился рядом книг известных российских писателей. Эти книги изданы рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля и в формате электронных книг, доступных для чтения слабовидящими и незрячими людьми. Наш сегодняшний обзор подготовлен для любителей искусства и литературы. Приятного прочтения! Первая книга нашего обзора – «Картинные девушки. Музы и художники» от Рафаэля дель Пикассо от Анны Матвеевой. Она издана шрифтом Брайля в 7 книгах. Анна Матвеева – прозаик, финалист премии «Большая книга» и национальный бестселлер. В книге автор обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников. Кем были эти женщины, которые смотрят на нас с полотен Боттичелли и Брюлова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? Они жили в разные века, имели разное происхождение и такие непохожие характеры. Судьба каждой из них неразрывно связана с судьбой мастера. Не все они были натурщицами. Кто они? Жены, любовницы или просто музы, которым было достаточно просто находиться рядом с художником. Это можно узнать, прочитав данную книгу. Следующая книга – это многоформатное издание, подготовленное ведущими сотрудниками Российской государственной библиотеки для слепых. Они назвали ее «Инженерный гений Леонардо». Альбом рельефной графики с дополненной реальностью. Леонардо да Винчи был настоящим гением эпохи Возрождения. Он был талантливым художником, скульптором, архитектором, музыкантом. Изобретенные им аппараты и устройства опередили свое время. И даже сегодня нам интересны его невероятные механизмы и приспособления. Альбом является книгой с дополненной реальностью, читать которую можно не только традиционным способом, но и оживлять с помощью специального приложения. В альбоме даны инструкции по установке и использованию этого приложения. Текст издания параллельно представлен рельефно-точечным шрифтом для незрячих и укрупненным шрифтом для слабовидящих. Издание рекомендуется для использования в качестве индивидуальной работы с детьми, но будет интересно и для их родителей. Брайлевское издание «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург» названо автором как очень личные истории из жизни петербургских зданий и предназначено для любителей поэзии и архитектурных достопримечательностей северной столицы. Издание может служить литературным путеводителем по Санкт-Петербургу. Вячеслав Недошевин воссоздает вольную, загадочную атмосферу великолепного и незабываемого Серебряного века. События, о которых повествуются в книге, имеют конкретные адреса, улицы и дома Петербурга, где легенды русской поэзии Блок, Есенин, Мандельштам, Хлебников, Ахматова, Гумилев, Волошин, Ходосевич, Кузьмин, Северянин жили, встречались, писали стихи, дружили, ссорились и влюблялись, и даже, случалось, вызывали друг друга на дуэль. Еще одно издание Российской государственной библиотеки для слепых – это аудиослайд-фильм на диске и папка рельефной графики, посвященная жизни великой княгини Елизаветы Федоровны, и она называется «Немецкая принцесса, русская святая». Аудиослайд-фильм – это прижизненная иконография великой княгини Елизаветы Федоровны. Автор фильма Лилия Николаевна Киреева сосредоточила внимание на том, как изображали художники великую княгиню.
как отражен ее внутренний мир в портретах, на какие качества мастера обращали внимание в передаче внешности и характера принцессы. Наряду с портретами перед читателем разворачивается картина эпохи. Взаимоотношения великокняжеской четы и большая благотворительная деятельность. В фильме представлены данные, полученные в результате изучения британской королевской коллекции, первоисточников в Государственной Третьяковской галерее и Национальном музее Азербайджана. К фильму выпущен рельефно-графический альбом-приложение, удобное для восприятия незрячими и слабовидящими людьми. Каждой иллюстрации даны выдержки из писем самой Елизаветы Федоровны, дневников и воспоминаний ее ближайшего окружения. Альбом состоит из 12 листов плоскопечатного текста и текста, напечатанного шрифтом Брайля, из 10 листов рельефно-графических иллюстраций и 8 листов плоскопечатных цветных иллюстраций. Издание может быть полезно всем, кто интересуется портретным жанром в искусстве и историей дома Романовых. Последняя книга нашей подборки – аудиослайд-фильм на CD-диске в формате MP4. Она посвящена Федору Михайловичу Достоевскому. Автор назвала ее «Галактика Достоевского. Осмысление образного и философского мира Достоевского художниками-иллюстраторами». Многие исследователи утверждают, что Достоевский настолько опередил свое время, что он не постигнут и по сей день. И все же рисунки художников-иллюстраторов, работавших с произведениями писателя, это уникальные ключи к пониманию его творчества. Переосмысливая вместе с ним образы и философию Достоевского, критик и литературовед Лариса Георгиевна Михайлова прослеживает, как писатель создавал миры, полные глубоких раздумий. Каждая глава издания представляет собой отдельную законченную серию. Представленные иллюстрации позволят вам прикоснуться к творчеству великого классика. Уважаемые читатели, эти и другие интересные издания вы можете взять в библиотеке по адресу город Уфа, улица Кирова, дом 47, а также воспользоваться базой говорящих книг БРСБС интернет-читалка для незрячих. Подробная инструкция по скачиванию электронных книг находится на сайте библиотеки по адресу http://www.brsbs.ru. Спасибо за внимание.